Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире очередной выпуск «Евразийского времени». И сегодня у меня в гостях Мурат Мусабаев, общественный деятель, мыслитель. Я, как всегда, рада вас видеть у нас сегодня в гостях. Сегодня я предлагаю вам обсудить такую тему, она очень чувствительная, она очень важная. Это как диалог религии, допустим. Эта тема, она у меня назревала давно, чтобы ее обсудить и понять, на самом ли деле сейчас религия выполняет ли свою такую основополагающую роль, да? То есть именно роль веры. Но мы все чаще и чаще наблюдаем, как в мире религия уже выступает не только как вера, да, вот, в добродетели, а как инструмент политической власти, идентичности, политики и так далее, да, со всеми отсюда сопутствующими обстоятельствами. Религия... Под словом «религия», возможно, есть что-то иное, да, я в этом ключе. Ну и, кстати говоря, буквально недавно в Астане прошел форум, по-моему, 8-й форум. Он уже имеет такую традиционную предпосылку. Каждые 3 года, да, по-моему, он собирается с 2003 года. И уже сегодня, что 25-й год, уже 8-й раз, значит, он имеет такой уже системный характер, где как раз поднимаются очень важные темы, на мой взгляд, да, именно связанные с религией. Туда приезжает мировое духовенство, лидеры тех или иных стран со своими предложениями, со своими лозунгами. Так как он уже имеет 8-й по счету, как вы считаете, вот дайте оценку этому форуму, какие он имеет перспективы, какие есть результаты этих форумов, да? И также я еще вот хочу сказать, что вот все-таки, если он имеет такой системный характер, все-таки значит есть потребность в проведении этих форумов, да? Давайте мы сегодня об этом с вами поговорим, ну а там я дальше буду, может быть, дополнять свою мысль. Ну, во-первых, начнем с того, что в рамках Организации Объединенных Наций как бы обозначено, принято, да, что одна из угроз, общечеловеческих угроз в мировом масштабе, это религиозный экстремизм и религиозный терроризм. Да. То есть есть такое осознание, что религиозный экстремизм и терроризм как бы имеет место быть, более того, но он приобретает характер такой серьезной угрозы. Вот. Что касается вот этого форума Астанинского, да, то ну, примерно это как межрелигиозный диалог, межконфессиональный диалог. Основная цель его, чтобы найти вот такие точки соприкосновения, найти какие-то, ну, прийти к какому-то межконфессиональному согласию. Вот, найти вот этот вот точки соприкосновения, как бы привести к какому-то общему знаменателю. Вот, представители всех конфессий, чтобы как-то на этой почве, ну, иметь возможность, ну, договариваться между собой. Если посмотреть вот последние... А вот договариваться о чем? Посмотрите, сейчас вы по ходу поймете, да? Например, вот последние события в Англии. Можете себе представить, да? Там многотысячные, чуть ли не миллионные митинги по всей Англии происходят. Причина в чем? Мэрами многих городов назначены представители исламского вероисповедания. Даже министр внутренних дел, женщина, она приносит присягу на Коране. И, соответственно, это возбуждается местное население, и, в общем-то, начинается такое трение. Такое социальное трение потихонечку начинается. Если взять, неприятие? Да. Если взять, допустим, ту же Швецию, взять потихонечку Франция, Германия, да, такое впечатление, что кто-то тихо накручивал. Почему? Потому что мы имеем результат не просто так, вот он результат сегодняшнего дня, а какие-то процессы к нему потихонечку привели, то есть назрело. И, возможно, очень скоро конфессиональная проблема, она станет просто, приобретет такой характер просто, ну, ужасающий. Мне почему легче об этом говорить? Я этой темой занимаюсь давно,
И в силу того, что у меня нету какой-то вот предвзятости, там, отдавать предпочтение той или иной учению, я глубоко изучал и изучаю, да, первоисточники религиозные всех направлений, какие есть. И второе, в общем-то, достаточно глубоко духовные практики. Вот какие практики в каждом. И вот тут у меня есть такая, знаете, как возможность просто так мирно, как мы с вами, беседовать с представителями разных конфессий. Ну, как бы в неформальной обстановке. Подолгу я сижу, задаю вопросы, говорю, почему я должен, например, вот, ну, разделять ваше понимание, вот, ну, допустим, о том, о том, о том. И я разговариваю, и в силу того, что я даже книги на этот счет, если взять уже по счету, наверное, 5 книг написал именно как бы о межконфессиональном вот этом общем языке. Ну вот смотрите, сейчас речь идет о, давайте мы сейчас возьмем в рамках монотеистических религий, которые зародились на Ближнем Востоке, это иудаизм, христианство и ислам, как бы, да, источники такие в одном месте зародились, да, но тем не менее мы видим, что есть некие, возможно, что есть разногласия, конфликты, почему мы собираемся? Вот. Чтобы в корне понять эту тему, я это говорю из того, что я иногда говорю с достаточно серьезными там религиоведами, богословами. Я говорю, вы понимаете, вот наши зрители должны одно понять вещь. Мы, когда знакомимся с религией какой-то, да, с учением каким-то, и входим в него, мы действительно вначале, как бы у нас два уровня восприятия. Один как бы от ума. Это наш интеллект, это наша логика. Мы читаем книги, знакомимся, все. Но этого недостаточно. И вот есть другой, более высокий уровень, да, это все-таки от сердца. То есть ум и сердце – это разные вещи, как Каин и Авель. Ну вот, примерно. Я к чему говорю? И даже если взять исламскую установку, сказано, мы приходим в религию через Ирадатуль Кауния. Вот как раз в области интеллекта, в области ума приходим, да? Но нужно постепенно через это прийти к Ирадатуль Шария. То есть мы должны через религиозное учение открыть сердце. То есть сделать сердце открытым к приятию. И вот когда люди переходят на сердечный уровень, у них вдруг стираются все какие-то противоречия конфессиональные. То есть язык сердца, он универсальный. Подождите, значит ли это, что большинство вроде бы как бы религиозные люди, но они не воспринимают эту веру сердцем, а умом? Да. Да? Поэтому, как Экзюпери сказал, зорко видит только сердце. Да. Вот смотрите, вы должны одну такую четкую вещь понять. Например, я встречаюсь, допустим, с представителями общества сознания Кришны. У них Бхагавад-гита. Это индуистская Библия. Но на секундочку больше 1,5 миллиарда человек исповедуют. Я говорю, вот смотрите, например, Кришна, вот даже портрет, образно, да, это принц, который стоит на квадриге, 4 коня, а сзади, значит, вернее, Арджуна, принц, а сзади стоит Кришна. И он собрался воевать с кауравами, пандавами против кауравов. Я говорю, давайте уберем вот эту визуальную часть. Представим себе, кто такой принц Арджуна? Это разум, это наш разум. С кем он собрался воевать? Тем более они его родственники по материнской линии, двоюродные. Это примерно нервы. А сзади Кришна – это то, что мы называем жизнь. И вот представьте себе, вся наша жизнь происходит внутри одного человека и всего человечества, война разума и нервов. То нервы захватывают разум, да, и мы теряем, грубо говоря, голову, у нас происходят конфликты, мы становимся агрессивными, либо мы как бы возвращаемся к разуму, успокаиваем нервы, смирение и терпение – это все как раз приведение нервной системы, вот такое смиренное состояние, спокойно. И за всем этим незримо наблюдает жизнь. Да? Теперь, если он говорит, слушай, да, вот именно в этом направлении. Теперь, например,
взять Таурат, это пятикнижие Моисея, это основа, на которой основывается Ветхий Завет, дальше Новый Завет и Коран. Это как бы одно учение. Вот там есть буквально такой сюжет метафорический, где как бы с чего вообще начинается иудаизм, христианство и ислам. Там написано, что Бог дает два знамения пророку Моисею, то есть Мусе. И вот, значит, он Мусе говорит, что у тебя в руках? Муса говорит, посох. Он говорит, брось его на землю. Муса бросает, и вдруг посох превращается в змея. Моисей пугается, но Бог говорит, не бойся, схвати змея за хвост. Моисей хватает за хвост, и вдруг змей в его руках снова превращается в посох. Это первое знамение. Подождите. Стоп, нет, подожди, дайте я скажу. Второе, он говорит, сунь руку в пазуху, он сует, высунь, она прокажена. Сунь еще раз, сует, и она нормальная. О чем говорит эта метафора? Посох – это метафора нашего разума. Разум, как бы данный нам от Бога, от человеческой природы, он обладает определенным потенциалом, мощью, силой. И вот когда мы теряем контроль над разумом своим, упал на землю – это плоть. А плоть у нас что? Это галактика нервов. То есть, когда нервы захватывают разум, сила разума становится эмоциями, агрессией, змеей. Вот искуситель, правильно? Как только мы возвращаем контроль над разумом, каждый шаг идет с опорой на разум, а разум живет в сердце, с опорой на сердце, на мудрость, милосердие, сострадание, прощение. Вы поняли, да? Хорошо, вы правильно сказали. Милосердие, сострадание, прощение. То есть для наших обычных обывателей, телезрителей, чтобы было понятно, да, тогда получается, исходя из того, что мы сейчас обозначили, что религию многие воспринимают как разумом, не сердцем. Не разумом, умом. Давайте так. Умом, хорошо, умом, давайте обозначим, умом. Исходя из этого, значит, означает ли это, что отсюда все и беды? Да. Правда? Абсолютно. Значит, получается, у нас большинство после распада Советского Союза мы религию воспринимаем как способ идентичности, да? Да. А означает ли это, что в центральноазиатском странах, да, скажем, 5 стран, да, что это вот некая форма, которой они еще не постигли вот да, той глубины, той мудрости, о которой вы сказали? Да. То есть это есть внешняя форма, да? Да. Содержания нет, да, тогда? Но я вот, чтобы было понятно, да, я не буду имен называть, но с достаточно имен не надо. Да, с достаточно известными людьми, вот области там, ну, допустим, православной церкви здесь, в России, другие какие-то течения, да, христианские, исламские течения. Я когда привожу к этому, ну, например, я говорю, давайте так, вот смотрите, если взять вся христианская, например, литургия, она строится на основе псалтыря, псалмы Давида, 155 псалмов. Я говорю, давайте серьезному человеку, посмотрите просто, Давида возьмем не как царя физического, исторического, а возьмем его как символ разума, как пробужденного духа, да? Что происходит? И вот весь псалтырь – это война разума и нервов, то есть на него нападают враги, филистимляне. Это как раз то, что происходит в области нашей психики. Каждый день эмоции подавляют нас, война происходит, и представьте, те, кто нападают, враги на Давида, это все, что через нервы нас третирует, разум. А разум молится, он же то как хвалу вас Богу возносит, то плачет, то стенание. И вот он, когда перечитал то, что он знает, он говорит, слушай, вообще какой-то другой, какой-то калинкор. Вот с другой стороны я посмотрел, я говорю, это не потому, что это касается любого человека на земле, даже если он атеист. Любой человек живет в контексте внутренней борьбы разума и нервов. С переменным успехом то нервы, вот как змеи, да, хватают разум, как бы поглощают разум, и тогда весь потенциал разума становится разрушительным. То есть разум у нас дан, он как бы имеет и созидательное направление, и разрушительное. Вот когда нервы Означает ли это, что тогда в человеке есть и божественное, и дьявольское? Конечно. Это всегда борьба между ними. Конечно. И чтобы прийти ко всему, то есть не просто нужно читать книги, так скажем, да, там теоретики, во всем. То есть созреть должен человек, да, созреть, да? Не созрело общество.
общечеловеческое даже не созрело. Вот отдельные представители учений, да, они созревают к этому, к сердечному уровню, вот к ирадатуль шария. И тогда они понимают, что в принципе, вот возьми любое учение, например, буддист, да, медитация. А медитация это что? Это приведение разума в состояние, когда его нервы не третируют. Вы понимаете, да, вот чтобы разнообразить, контроль разумом нервов, ты успокаиваешь. Взять, допустим, йогу индуистскую, то же самое, разум и нервы. Я вам сказал, индуизм, ну, вообще, иудаизм, он построен на разум и нервы. Если взять христианство, христианство это как бы Новый Завет, это продолжение, да, вторая часть Библии, Новый Завет. Вот там то же самое. Во-первых, что говорит Иисус в Евангелии? Он говорит, я есть жизнь и путь, и истина. И вот тогда вопрос. Представьте себе, замените слово Иисус просто жизнь. Вот представьте, жизнь вам говорит как разуму. Что-то говорит, а вы язык жизни не понимаете. И вот тогда жизнь, именно жизнь, а причиной и источником жизни Бог является. Да? И вот он как бы язык, жизнь пророка, устами пророка обращается к нам. Не судите, да не будете судимы, ибо какой судом судите, таким вы будете судимы. И вот эти все вещи. Теперь дальше. Вот смотрите. Там такой момент библейский, да? Сидит, значит, Иисус как учитель. Вот он сидит на корме, и вдруг на море начинается ураган, бури, там, ветры. И ему ученики говорят, Рави, нечто ты не видишь, что мы погибаем. И вдруг он встает, поднимается, приказывает ветрам и волнам успокоиться, и все, значит, как бы приходит спокойствие. Ребята, это абсолютно на языке метафоры сказано, когда разум пробуждается, разум, знающий, слышащий язык жизни, он приказывает нервной системе, а море – символ наших психоэмоциональной сферы. Представляете, все, раз и успокоилось. И штиль. То есть, когда разум управляет нервами, дает им приказ, а это демоническая природа, да, вот тогда человек становится выше своих эмоций. Значит ли это, что все эти форумы, все эти заседания, которые собирают духовных лидеров, да, они понимают, думаете, это суть проблемы? И что для этого делать, чтобы решить? Мы сейчас пришли, вы сейчас очень красочно, метафизически описали разные состояния людей. То есть, да, когда человек находится в демоническом состоянии, да, он абсолютно не контролирует эмоциональное, да, ему не до сердца, скажем. Да. Конечно, в какой-то момент ситуация меняется, эмоции уляжутся, и здесь получается, что штили. Это да, когда уже приходит такой спокойный разум. Мы, значит, общество, значит, да, демоническое в вот целом. Смотрите. Есть, вот, например, в Коране есть такая великолепная. Вообще Коран, я говорю, его настолько не понимают люди, да? Там есть эти два тяжких мира, джиннов и людей, да? Мы скоро вас... Общество, демоническое, у нас просто мало времени остается. Мы вас рассудим скоро ровным счетом. О чем имеется в виду? Люди, люди как с точки зрения разума. А вот мир джиннов, это как раз, вот у кыргызов джин, это что? Джин, это нервы наши. Да. Джиним дигельтерве, да, это там джиниметиве, да. Это не отдельные два мира, это внутри нас. Вот это как раз демоническое начало, которое через нервы практически влияет нами, да, и наше человеческое начало. Вопрос, когда мы от разума действуем, мы проявляем свои человеческие достоинства. А это милосердие, прощение, сострадание. Мы говорим языком сердца. Когда разум захватывается нервом, мы говорим языком чего? Вот тут мы превращаемся в шайтанов. А тут мордобой, споры, революции, война и все вот эти противостояния. При терроризм, экстремизм. Конечно. Вот поэтому, когда мы говорим об общем знаменателе, вот очень многим богословам я даже подарил книгу свою. Я говорю, там ничего лишнего нет вообще. От себя ни слова. Я привожу моменты, допустим, в Бхагавад-гите, из других, там, буддийские питаки, Ветхий Завет, Новый Завет, Коран.
и показываю им вот этот общий знаменатель. Поэтому мне пришлось его назвать как бы космофилософия. Почему? Потому что любой человек, любой, даже последний пьяница, он начинается внутри с чего? С космического сознания. Наше сознание, которым мы обладаем, да, оно не имеет физической природы. Тело не является причиной... Когда человечество может перейти от демонического к божественному? Понимаете, вот все так немножко построено, что среда, вот среда, в которой мы живем, нам вроде бы священнослужители говорят, там, ну, не пейте, не курите, не воруйте, там, проявляйте человеческие качества, но мы выходим в среду, да, и мы понимаем, что, например, в церкви есть пища для сердца. А вот мы выходим в среду, у нас вообще в среде, в советское время, я как-то говорил недавно, да, была пища для сердца какая-то. А сейчас у нас вся пища для ума. А ум – это нервы. А ум агрессивный. И вот здесь очень легко на национальной почве разорвать людей. На конфессиональной, я не говорю религиозной, а именно конфессиональной, да. И вот задача, вот как бы мир, если его взять, что он имеет глаза, он нас разделяет. Он, упаси Бог, если мы вообще придем, даже будучи разными, мы вдруг осознаем единство. Поэтому нас делят на конфессии, внутри конфессии на различные течения, на политические предпочтения, на Хотя источник один. социальные страты. И вот мы практически всегда разделены. А что сказано? Разделяя властвуй. Когда мы сидим, есть я, есть ты, да, то и вот мы сидим, национальная идентификация, там, конфессиональная идентификация, и все это в области ума. Вот когда мы преодолеем, когда мы поймем, что вся среда и политики, и власть, и священнослужители вот на вот таких форумах, мы должны окормлять человеческое сердце. Даже вот в быту атмосферу создать такую. Вот в советское время, я скажу так, процентов на 60 это удалось. Удалось, чтобы люди не только вот о деньгах думали. Что такое деньги? Это дух наживы, это мамона, это одно из имен сатаны. И сейчас, как бы мы живем 34 года, в капиталистическом обществе. Наше сознание управляется, не называйте капитализм, наше сознание пронизано, управляется духом как раз наживы. А нажива у одних зависть, у других жадность. И вот у нас раскол, все стремятся к частной собственности, понимаете? В советское время плохо или хорошо говорили, слушайте, ну не только же деньги, есть же какие-то другие вещи. Даже в Писании, как сказано, не хлебом единым жив человек, то есть не экономикой и не только политиком, но Словом Божьим из уст его исходящим. А это что? А это как раз пища для сердца. То есть то для ума. И вот мы должны прийти к чему? К балансу. Балансу ума и сердца. И вот гармоничный человек, у которого с умом все в порядке, с интеллектом, он понимает и экономические вопросы, и политические, но у него одновременно и с сердцем все в порядке. У него сердце окормлено. И вот когда мы придем не мытьем, так катанием к балансу, как инь-янь, да, это ума и сердца. Но любой человек из этого состоит. И не имеет значения, верующий он или неверующий, потому что и ум, и сердце присутствуют у другого. Вот как я приводил такую притчу, да, ну, индеец, дед говорит внуку своему, что в каждом человеке есть два волка, черный и белый. Какого из них мы больше кормим, тот у него становится сильнее. Весь вопрос, их надо кормить одинаково. Ну, смотрите, да, у нас уже, мне подсказывает, что уже завершается время. Кратко резюмируя, пища для сердца. Да. То есть, чтобы должна быть пища для сердца, должна быть почва, чтобы должна быть к этой пище. Но мы сейчас во внешней среде, это и есть вызовы, да, для сердца, мы этого не видим. То есть обстоятельства, вы уже упомянули, есть принцип наживы. А нажива, она в себе что делает? Пробуждает как раз вот те пороки, которые в нас демонов открывать. Ну что ж, на самом деле это не только мы сейчас религиозный как бы контекст, но и философскую как бы составляющую коснулись. Да, поэтому эта тема, конечно, требует еще более детального обсуждения, конкретики требует. Я благодарю, что вы пришли и поделились своими сокровенными мыслями. Спасибо. На этом наш эфир завершен, а я желаю вам всего доброго и до встречи.